Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Вначале вкратце о главных темах выпуска. Больше, чем поэт. Прожил он всего 38, а мы уже отмечаем его бессмертные десятилетия. Сегодня 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля. О том, как помнят и любят героя, Вероника Гайнудинова. Упали не сильно, можно расти. Малый региональный продукт мы должны довести до 5 триллионов. Что происходит в экономике республики, узнал Дмитрий Аренин. 32-я годовщина вывода войск из Афганистана. Из гранатомета один раз чуть не попали, промахнулись. Пулю уж даже не сосчитать. Как сегодня почтили память тех, кто не вернулся, и когда откроется специальный монумент, посвященный воинам-интернационалистам, расскажет Салават Мухаммадулян. Вызовы времени. Самая главная культура, самосознание. О чем сегодня говорили на заседании Милли Шура, знает Рамиль Галиулян. Песнь свою я посвятил народу, жизнь свою народу отдаю. Сегодня, в день рождения Мусы Джалиля, поэта, героя Советского Союза, его стихи вспоминают в масштабах страны. Для республики это особенный день, а в этом году юбилейный, 115 лет. С самого утра к подножию памятника, олицетворению несгибаемой воли и мужества несут цветы. О бессмертном подвиге Вероника Гайнудинова. Площадь 1 мая. В этот день возле памятника поэту-герою традиционно многолюдно. Букеты, охапки роз и простые гвоздики. От поклонников творчества и благодарных потомков. Со дня рождения Мусы Джалиля сегодня 115 лет. Почтить память сына татарского народа пришли президент Рустам Минниханов, государственный советник Митимир Шаймиев, руководитель аппарата президента Азгат Сафаров, мэр Ильсур Медшин. Президент общается с писателями, депутатами, общественниками. Герой страны. Так он говорит о Джалиле. Герой не только наш, и вообще в целом. Герой Советского Союза. Его очень почитаешь. У подножия памятника сегодня и дети, и взрослые. На торжественном митинге деятели культуры, учителя и те, кто вырос на его стихах. Каждый год сюда приезжает дочь поэта. Прожил он всего 38, а мы уже отмечаем его бессмертные десятилетия. Но я так рада, что я с вами в Казани, и я этот день всегда очень переживаю и люблю, и всегда моя нить связывает меня с моим отцом. Джалиль, кто это? Это сталь. Это настоящая сталь поэзии и жизни. Он своей душой, своей защищал родину. Если пуля достанется, то тогда не до встреч. Ну а песня останется. Постарайся сберечь. Жырларым сез шытып йөрәгемдә, ил кырында шәшәк атыгыз. Ашкынулы йөрәк җырын җырлап, гөрләүкләр акты урамда. Ночь нас одарила первым теплым ливнем. Он унес последний холод с мраком зимним. Строки из стихотворений Мусы Джалиля знакомы каждому. В них все тяготы войны. Во время ожесточенных боев на Волховском фронте он попадает в плен, но не сдается. Написанное Джалилем в берлинской тюрьме удалось сохранить только чудом. Оригинал моабитских тетрадей в Нацмузее Республики. Лишь раз в год и именно в этот день подлинники выносят из фонда музея 2 блокнота и 93 стихотворения. Были, честно говоря, слезы на глазах, когда выносили моабитские тетради для нашей семьи. Для нас это всегда очень волнительные, огромные душевные переживания. Я всегда чувствую какое-то такое приятное чувство и гордость за своего прадеда. 115-летие Мусы Джалиля отмечают и в городах России. Вспоминали поэта и читали его стихи на торжественном митинге у бронзового памятника герою в Москве. Именно отсюда Джалиль ушел на фронт в 1942 году.
Чтят память поэта и за пределами страны. Слова благодарности и его стихи сегодня прозвучали на казахском языке. Ежегодно в честь Джалиля здесь проходят выставки, чтения, вечера. Даже говоря о нем сейчас, и то слезы наворачиваются. Понимаете? О нем тяжело просто так спокойно говорить. Умирая, не умрет герой. Мужество останется в веках. Мусу Джалиля читают, знают и помнят. Память о нем навсегда не только в самом сердце Казани, но и в сердцах миллионов людей. Вероника Гайнудинова, Дина Газалиева, Рамзиль Гарипов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Казань. В эти минуты завершается вручение республиканской премии имени Мусы Джалиля. Из 62 участников выбрали 5. Награды получили артисты театра имени Камала Ильнур и Дина Закировы за большой вклад в сохранение и развитие татарского языка. Также в числе лауреатов IT-разработчик Иван Захаров, поэт Булат Ибрагимов, музыкант Ильяс Камалов и художник Роман Абдулин. Напомним, республиканская премия имени Джалиля вручается с 1997 года. Она присуждается за личный вклад в развитие искусства, науки и образования. Директор театра Галискара Камала Эльфир Ришатович мне предложил такую хорошую идею. У меня есть старая книжка сказки. Их нигде не печатали. И возьми себе и на татарский переводи. Хотим донести это детям, чтобы это осталось у них в душе, чтобы у них развивалась фантазия с помощью татарской народной музыки и татарских народных сказок. Экономика выстояла, спад не стал критическим. Заложен фундамент для развития. Такие выводы сегодня озвучили на коллегии Министерства экономики республики. К диалогу вместе с руководством Татарстана подключились ряд федеральных экспертов во главе с Алексеем Кудриным. Почему стратегию Татарстана нужно обновлять и как обеспечить рост реальных доходов населения, узнал Дмитрий Аренин. 24 резидента сегодня засчитали. В этом году 450 тысяч пар. Перед началом коллеги президенту показывают продукцию малого и среднего бизнеса Татарстана, который наиболее сильно пострадал из-за пандемии. 2020 стал настоящим вызовом для всей экономики. Сократились международные деловые и торговые связи, бизнес-активность, плюс нестабильность цен на нефть и курсы валют. В таких условиях Татарстан выстоял. Не прекращали работу крупные предприятия, секторы ПК и стройиндустрия. Для бизнеса запустили более 30 федеральных и республиканских мер поддержки. Общий объем финансовой помощи превысил 84 миллиарда рублей. Не могу сегодня не выразить слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Путину, председателю правительства. Огромная поддержка населения. Только вот детям 18 миллиардов рублей. Это, на самом деле, аплодисментами давай благодарим страны. В результате принятых мер поддержки, а также благодаря прочному экономическому фундаменту, созданному в прошлые годы, удалось снизить последствия пандемии на системообразующие отрасли и предприятия республики. Спад не приобрел системного характера. По итогам минувшего года объем промышленного производства республики и валовой региональный продукт составили более 2,5 триллионов рублей. Это чуть меньше, чем до пандемии. Главная задача, которая у нас была определена стратегией 2030, валовый региональный продукт мы должны довести до 5 триллионов. Наша экономика не только крупные предприятия, это малый и средний бизнес. И, конечно, каждый район должен, муниципалитет, внести свою долю. Вот у нас ряд муниципалитетов. Последние 5 лет мы не видим продвижения. Вот мне дали Арский, Апастовский, Кайбицкий, Камск-Устинский, Юлячинский. В коллегии по видеосвязи участвовал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. 6 лет назад он занимался разработкой стратегии развития Татарстана. Сейчас достижения республики федерального экономиста радуют. Но, как он считает, стратегию нужно актуализировать с учетом реалий. Отмечу, что Татарстан успешен. Сегодня, слушая доклад, я увидел, как много делается. В Татарстане есть то, на что могут равняться другие регионы. Сама стратегия тоже была таким в свое время примером. Но за 6 лет много воды утекло, и особенно много нового, и часто весьма, зачастую неприятного, принес нам прошлый год. Поэтому
Я за то, чтобы провести процесс обновления стратегии. Не значит, что стратегия изменится кардинально, но необходимо убедиться в актуальности поставленных целей и ориентиров. Представитель федерального Минэкономразвития Андрей Иванов считает, что республике, как и всей стране, нужно активнее привлекать инвестиции и помогать инвесторам. Для этого на федеральном уровне планируют создать инвестиционный штаб, где Татарстан будет играть ведущую роль. Предлагаю создать наш такой совместный штаб и ежеквартально планировать нашу работу и подводить соответствующие итоги. Сколько сделано новых инвестиционных проектов, какие вопросы возникают в связи с их реализацией. Нам просто очень хочется, чтобы давняя такая задумка, которая у нас была с Рустамом Ильичем, чтобы республика стала таким методологическим центром. На этот год уже строят планы по экономическому росту. Для Татарстана амбициозная цель – без малого 4% ВРП за счет улучшения делового климата, расширения рынков сбыта и развития механизмов поддержки. Как итог – экономический подъем и рост реальных доходов населения. Дмитрий Аринин, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань. Жители восточного пригорода Казани возмущены пропажей школ и детсадов из генплана. Почему образовательные учреждения пошли под сокращение? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Не допустить вовлечения населения, прежде всего молодежи, в экстремистскую и террористическую деятельность. Такую задачу сегодня поставил Рустам Минниханов на заседании антитеррористической комиссии. В прошедшем году в результате скоординированных действий силовых структур в стране не допущено совершения террористических актов. Поэтому отдельное внимание Рустам Минниханов обратил на профилактику экстремизма в школах, в вузах, на предприятиях и призвал всех более активно работать в интернете. Главная задача нашей работы – профилактика терроризма и, конечно же, вопросы защищенности объектов, они есть. Эту работу нам системно надо проводить, но самое главное – работа с молодежью, чтобы они не были вовлечены в эту деятельность. И сегодня перед заседанием антитеррористической комиссии Рустам Минниханов вручил Минтимиру Шаймиеву нагрудный знак и удостоверение почетного члена Всероссийской организации «Боевое братство». Приказ о присвоении звания подписал председатель организации Борис Громов. Еще одна значимая дата в России – День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день, в 1989 году, последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Сегодня в Казани вспоминали тех, кто не вернулся из горячих точек. В День памяти представили и новый памятник воинам-интернационалистам. Когда его откроют, узнал Салават Мухаммадуллин. Кто в 80-м, кто в 85-м или в 87-м. Каждый пришел с той войны в свой год. Но главный день для них – 15 февраля 1989-го, когда поле боя опустело и домой вернулись последние солдаты. Ильяр Валиуллин ушел в Афганистан 26 лет. Служил командиром отделения в батарее. Не раз был на грани жизни и смерти. Один раз вместо нас другой экипаж взорвался на фугасной мине. Из гранатомета один раз чуть не попали, промахнулись. Ну, пулю уж даже не сосчитать. Рустам Шайхутдинов попал на войну одним из первых. Он доставлял на поле боя боеприпасы и горючее. Так, говорит, и объездил весь Афганистан. Чтобы вот подрастающее поколение видели, знали, что такое Афганистан. А что такое Афганистан? Что такое Афганистан? Это, как вам объяснить? Наша молодость, молодость наша вся там прошла. Сегодня молодые ветераны вместе вспоминают тех, кто не вернулся. Муж Ленуры Исмагиловой 18 лет попал в Афган. Умер несколько лет назад. Она за него каждый год приходит в Парк Победы. Однажды, когда вот фильм про Афганистан вышел, я хотела как лучше, взяла билеты, и мы пошли в кино. Но это было ему настолько тяжело, что я решила эту тему больше не затрагивать. До сих пор о войне в Афганистане идут споры среди историков и политиков. Но вне спора воины-интернационалисты тогда исполнили свой долг. Сегодня памятная дата для всей Российской Федерации и для Республики Татарстан. Мы сегодня собрались в Парке Победы, в
в парке, который всегда символизирует победу. И совсем скоро, в День Победы, здесь откроется монумент воинам-интернационалистам. Над этим памятником архитекторы работали 3 года. В итоге прототипом героев той войны стали 18-летний связист, стрелок и уже опытный командир. К открытию монумента здесь благоустроят территорию, а вот на этом месте появятся гранитные стелы с фамилиями погибших воинов-интернационалистов в Афганистане, призванных с республики. Задача постараться к 9 мая и установить ранее существовавшую на улице Декабристов композицию как знак с востока. Там будет надпись «Мы с честью выполнили свой долг», и будет вот эта композиция, как я ее называю, «Ветер войны». Монумент как память для будущих поколений о солдатах и офицерах, которые исполнили свой интернациональный долг. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ. Казань. В Казани сегодня простились с бывшим председателем арбитражного суда Республики Рашидом Салаховым. Заслуженный юрист России и Татарстана скончался на 80-м году жизни. Почтить память вместе с родными и близкими пришло руководство республики во главе с Рустамом Миннихановым. Как ранее в своей телеграмме соболезнования отметил президент, Рашид Салахов был талантливым руководителем, человеком удивительной работоспособности и преданности своему делу. Звучит траурная музыка, на сцене большой портрет Рашида Салахова, в зале родные, близкие и коллеги. Почтить память заслуженного ветерана судейского корпуса пришел Рустам Минниханов. Президент возложил цветы и пообщался с родными Рашида Исламовича. Мои соболезнования, близким всем. Мы его очень уважали, конечно, Виктор Тепликшин. Очень порядочный. Всегда профессионал. Рашид Салахов родился в 1941 году в Апастовском районе, окончил юрфак Казанского университета. В судебной системе проработал 38 лет, был членом Верховного суда ТССР, возглавлял Советский районный суд Казани. Более 15 лет, до 2011-го, руководил арбитражным судом Татарстана. Рашид Исламович был энергичным и целеустремленным человеком. Умел глубоко погружаться в проблему, доходить до сути и принимать взвешенные, разумные, законные решения. Во многом это и стало залогом его успехом в жизни. Как сегодня вспоминали, Рашид Салахов сделал очень много для становления арбитражного суда. Сумел создать тот микроклимат, где каждый судья, каждый сотрудник аппарата чувствовал себя защищенным, востребованным, нужным. Для меня он всегда остается примером истинного судейского авторитета, судейской мудрости. Рашид Салахов был отмечен званиями заслуженного юриста России и Татарстана. В самые лихие годы сумел с его поддержкой, не разбазарили, не растерзали эту собственность Татарстана. Сохранился Оргсинтез, и Нижнекамск-нефтехим, и многие другие предприятия. Когда уже невозможно было найти какое-то решение, он всегда находил, и всегда вот его все решения были очень справедливыми. А как человек по жизни, он был очень юморным, очень интересным. Рашида Салахова похоронили на своей родине в Апастово, рядом с могилами жены и сына. Алия Хайрудинова, Дмитрий Аринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. 150 различных мероприятий предстоит провести членам Ассамблеи народов Татарстана в рамках Года родных языков и народного единства. Сегодня в Казани организация провела отчетно-выборную конференцию. Председателем Совета Ассамблеи вновь избрали руководителя Госсовета Татарстана Фарида Мухаммедшина. Напомним, сегодня в Татарстане проживают представители 173 национальностей и работают более 70 национально-культурных автономий. Я думаю, это особый год. Мы, безусловно, свой яркий след должны сделать и оставить в республике. Потому что это фундаментальное явление, когда есть мир, согласие и понимание между таким большим количеством народов. Вопросы, волнующие наших соотечественников, доводятся до руководителей регионов. Об этом сегодня рассказали на очередном расширенном заседании Всемирного конгресса татар Милли Шура. Напомним, здесь созданы 7 рабочих групп для координации предстоящей переписи населения. Как отметили, укреплять связи между татарами в регионах помогают поездки рабочих групп. В этом году встречи уже прошли в Уральском, Приволжском, Сибирском федеральных округах.
В Казани впервые вручили премию Ильхама Шакирова, народного артиста России и Татарстана. Сегодня ему исполнилось бы 86 лет. В память о легендарном певце было принято решение о присуждении специальной премии его имени. Идею поддержал Рустам Минниханов. Победителями стали всего 3 исполнителя, причем один из них не профессионал, а любитель. Сейчас на торжественной церемонии вручения в филармонии находится наш корреспондент Алия Хайрудинова. Алия, добрый вечер. Как проходит мероприятие? Кто они? Первые обладатели премии. Добрый вечер, Алексей. Действительно, лауреаты республиканской премии имени Ильгама Шакирова определены, но для начала несколько слов о самом мероприятии. Итак, решение о том, что премии быть, было принято ровно полгода назад, и тогда это сделали для того, чтобы увековечить имя народного артиста России, народного артиста Республики Татарстан, обладателя государственной премии имени Габдуллы Тукая Ильгама Шакирова. И вручать эту премию должны за особые достижения в области национального вокального искусства. Что касается сегодняшнего дня, мероприятие проходит впервые. Премию будут вручать один раз в 2 года, и повторно ее никто не получит. 600 тысяч рублей разделят в 3 номинациях. И что касается лауреатов, их определила экспертная комиссия во главе с вице-премьером нашей республики Василием Шейхразиевым. И я предлагаю посмотреть самые торжественные моменты вручения премии. Итак, кто же они, лауреаты? В номинации «Мужской голос» заслуженный артист Республики Татарстан Филюс Кагиров. В номинации «Женский голос» народная артистка Республики Татарстан Резида Галимова. И в номинации «Народное исполнение» Флёр Шакиров. До начала концерта нам удалось пообщаться с некоторыми лауреатами. Предлагаю их послушать. Действительно, это очень волнительно, но еще и премия. Действительно, очень приятно, очень волнительно, и можно сказать, что я горжусь этим. Для меня большая ответственность. Во-первых, иметь такого брата и заслужить первую премию, это никому, не всем дается. Алексей, мы пока остаемся здесь, продолжаем наслаждаться концертом. Слово вам. Спасибо, Алия. Ну а мы продолжим выпуск. Троллейбус любви, сердце из триколора и огромное количество валентинок. Масштабно в Казани отметили День влюбленных. Как прошел самый романтичный день в году, расскажет Айгуль Бадрудинова. Сколько свиданий сегодня было назначено, около часов в Казани. Только в этом парке Горького мы увидели немало влюбленных. Их здесь также ждал приятный сюрприз. Вот такие вот валентинки от волонтеров в Казани. Здравствуйте, сегодня такой замечательный день, мы хотим вас поздравить. Вадим и Александра поженились 3 недели назад. Любовь в каждом взгляде и поцелуе. Влюбленные знают точно, она существует. Что-то большое, светлое, совместное. Спасибо, вас тоже с праздником. Люди уходят от нас счастливыми лицами, и нам так приятно смотреть на это. Всем людям счастья и здоровья, мира и чистого неба. Отмечаем поцелуями, обнимашками, прогуливанием. Любим собаку, любим мужа, любим детей. Всех любим. С 6 утра снег возле Кремля гуашью окрашивали в российский триколор. Акцию «Я люблю тебя, Россия» специально для жителей и гостей города организовали ребята из «Молодой гвардии». Это отличный повод признаться в любви не только, например, своей второй половинке, но и в том числе своей стране. Мы приехали из Уфы в Казань, заодно отпраздновать День Святого Валентина. Прекрасный праздник, прекрасный город. Спасибо, Казани. Украсили праздники автолюбители. Они выстроились у чаши в форме сердца. Владельцы признавались в любви своим железным коням. Пейсман поводырь переводится. То есть это машина, которая тебя ведет по жизни. Вот. Это очень классная машина. Это, наверное, прям любовь с первого взгляда. Да. Первый флешмоб мы делали именно в таком национальном стиле. У нас играли на гармошке, в тюбетейке. Спасибо огромное. Самые искренние пожелания прозвучали от волонтеров-медиков в адрес врачей 7-й больницы Казани. Они на передовой в борьбе с пандемией. Именно они дарят любовь, свет и надежду пациентам. Эти слова благодарности, слова поддержки, они очень нужны в наше непростое время. С Днем всех влюбленных поздравили также пациентов хирургического отделения. В такой день никто не должен остаться без внимания. Айгуль Бадрудинова, Ринат Сафин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
В завершении выпуска вернемся к главной теме. В память о Джалиле мы решили прочесть одно из самых проникновенных стихотворений поэта под названием «Любимый». Быть может, годы будут без письма, без вести обо мне. Мои следы затянутся землей, мои дороги зарастут травой. Быть может, в сны твои печальные я приду, в одежде черной вдруг войду. И смоет времени бесстрастный вал, прощальный миг, когда тебя я целовал. Так бремя ожидания велико, так утомит тебя оно. Так убедит тебя, что нет его, как будто это было суждено. Уйдет твоя любовь, а у меня, быть может, нету ничего сильней. Придется мне в один нежданный день уйти совсем из памяти твоей. И лишь тогда, вот в этот самый миг, когда придется от тебя уйти, быть может, смерть тогда и победит, лишит меня обратного пути. Я был силен, покуда ты ждала, смерть не брала меня в бою. Твоей любви волшебный талисман хранил в походах голову мою. И падал я, но клятвы поборю, ничем не запятнал я на войне. Ведь если б я пришел, не победив, спасибо, ты б не сказала мне. Солдатский путь извилист и далек, но ты надейся и люби меня, и я приду. Твоя любовь – залог спасения от воды и от огня. На этом все. Далее о погоде. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Частая и резкая смена погодных процессов. Вот как можно характеризовать нынешний февраль. О погоде на его 16-й день чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите его в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца января доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник на юго-востоке в Бугульме, Вавлах, Азнакаево будет солнечно и без осадков, морозно, минус 18. В зимнем плену и северо-восток Татарстана до 20 градусов ниже нуля, также без осадков. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше сохраняется пониженный температурный фон, будет ясно и без осадков. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси холодно. Небо ясное, без снега, ночью минус 25, днем минус 20. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске погода солнечная, но температура воздуха пониженная. Одевайтесь тепло, берегите себя. Холодно и в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше вероятность осадков будет минимальной. Морозная, но солнечная погода, несомненно, радует, но уже хочется тепла. В среду ожидается такая же погода. И еще одна полезная информация. Избавьтесь от варикоза навсегда, быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет на Достоевского. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского акция. Скидка на лазерное лечение до 20%. 212 20 40. Во вторник в Казани будет ясно. Ночью минус 22, днем 18 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в норме, 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах по-прежнему сохраняется гололедица. Будьте предельно внимательны. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хорошего настроения и до свидания.